Как собрать коллекцию? Что для этого нужно? Терпение, усидчивость, много карманных денег. Предлагаю разобраться вместе. Гора новостей в музее 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Здесь выставка часов, которую собрал 12-летний уфимец Алан Хадеев. В его коллекции 600 уникальных экземпляров, очень много старинных часов и действительно редких. Например, вот эти стояли в карете и выполняли роль будильника, а эти стояли в легендарных танках «Катюша». Часов оказалось больше, чем танков, и позже их стали продавать отдельно. Алан не только собирает часы, но и собственноручно их ремонтирует. Как так получилось, что ты стал коллекционером часов? 3 года мне бабушка подарила небольшие часы кулон, ну и мне понравилось. Там в последующее время я начал собирать все часы в доме, там соседи начали приносить с дачи, ну и вот так вот начал это все набирать обороты. Сейчас актуальный фитнес-браслет. Как ты думаешь, актуальны ли обычные часы? Ну, знаешь, довольно-таки интересный вопрос, ну потому что да, сейчас какое-то количество людей как раз носит вот такие вот фитнес-браслеты. Но, знаешь, часы, мне кажется, вот именно классические аналоговые часы, они останутся. Почему? Да потому что, во-первых, это знак статусности. А ты сам какие часы носишь? Ну и сейчас на моей руке японские часы с турбионом. Турбион – это одно из уникальных изобретений швейцарского мастера Авраама Луи Бреге. Ну и турбион такая вещь, которая компенсирует ход часов. То есть эти часы в разы точнее обыкновенных механических. Тебя не раздражает тиканье часов? Ну нет, тиканье часов меня не раздражает, наоборот, оно для меня как колыбельная ночью. Благодаря своему необычному увлечению Алан стал частым гостем в разных ТВ-шоу. А ведь действительно говорить о своих часах он может бесконечно. Например, эти часы вовсе не французские, как может показаться по надписи, а швейцарские, а эти выпустили 100 лет назад. В коллекции Алана есть даже картина с часами. Ежедневно перед занятиями в школе юный часовщик лично проводит экскурсию по музею. В этой коробке хранится морской хронометр. Что есть слово хронометр? Хронометр – это часы повышенной точности хода. Вот такая интересная коробка из красного дерева. Открыв ее, мы можем наблюдать часы. На сегодняшний день такие часы стоят 1 200 000. Почему, многие, думаю, спросят? Да потому что эти часы, 45% механизма – это золото. Вместо подшипников стоят рубины и 1 алмаз. Ни одно судно не обходится без этого хронометра. Каждое судно должно по документам владеть вот таким вот морским хронометром. То есть благодаря вот такому устройству, гиромеханизму, они всегда сохраняются в одном положении. То есть качка этим часам не страшна. Мой старший брат Оскар служит на Камчатке, и у нас разные часовые пояса. И я сделал вот такие вот часы, на которых показывается 2 часовых пояса одновременно. То есть эта стрелка показывает время в Уфе, а большая ажурная показывает время на Камчатке. На этой витрине очень много космических часов. Вот, например, вот это младший брат морского хронометра. То есть он сделан также по всем классам качества, но разве что это секундомер. Так же, как и у хронометра, у него имеется аттестат, в котором показано, в каком положении, с какой погрешностью он ходит. Ну а вот это наручные часы, именуемые штурманские. Идентичные часы были у Юрия Гагарина. Но а с такими часами ни один корабль космический не обходился. Алан может рассказать о каждом экспонате детально. Например, это кукушка родом из Германии. А эти будильники в советское время были желанным подарком для многих школьников. А вот эти настенные часы не нуждаются в батарейках. Их заводят таким специальным ключом. Здесь примерно треть из его сокровищ. Вот это размах! А ведь вы тоже можете начать что-то собирать. Не благодарите за идею. Ксюша Гунгурова, Ильнар Бигбов специально для Горы новостей.